Более 120 тысяч квадратных метров несанкционированного мусора разместились близ поселка Сеткыркыч. Такая картина всего в 2 километрах от жилых домов. Результаты исследования почв неутешительные. В пробах высокое содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов. В природоохранной прокуратуре обеспокоены судьбой людей. Нами предъявлено исковое заявление с требованием о том, чтобы запретить вывоз и размещение отходов на этом участке Сеткыркыча. В настоящий момент решается вопрос о привлечении лиц, которые допустили такое грубое нарушение природоохранного законодательства, о привлечении либо к уголовной ответственности по статье 247 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за нарушение правил обращения с отходами, которое повлекло загрязнение окружающей среды, либо по статье 8.2 Административного кодекса. Сыктывкарские власти признают, ситуация тяжелая, требует много времени для решения и, главное, средств. Чего уж говорить о себестоимости процесса очищения. В межсезонье эти процедуры вообще выполнить не представляется возможным. Решением мусорной проблемы могло бы стать строительство площадки для складирования отходов, но противником выступает Сыктывкарский аэропорт, так как территория входит в зону подлета. Еще одна трудность – адекватность управляющей компании. Судя по количеству штрафов, она явно не справляется со своими обязанностями. Мы ищем постоянное решение. Решение, как я вижу, оно есть. По крайней мере, там порядка 30 официальных у нас мусорных площадок, где контейнеры установлены. Даже установлением там контейнеров большей, емкости, кратно. Мы же можем посчитать с вами, сколько ежемесячно там собирается мусора. Если мы организуем места, для хранения мусора в рамках этих контейнерных мусорных площадок, чтобы их мощность позволяла собирать до 2-3 недель, я думаю, что это может быть одним из решений. Но это опять же требует согласования и с надзорными органами, и математику посчитать. То есть мы в этом направлении движемся. Валерий Козлов конкретные шаги по этой ситуации обещал принять до конца месяца. Впрочем, новые решения будут приниматься с обязательной оглядкой на текущее уголовное дело главы поселка Юрия Пелевина. Он обвиняется именно в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами. 22 года проблему мусора здесь решали просто. Закапывали в вырытые траншеи. Теперь хищнические методы не пройдут. Егор Ильченко, Анастасия Самосудова, телеканал Юрган, Сыктывкар.